Здравствуйте, дети, родители, коллеги-преподаватели, гости. Я рад всех вас видеть в здании прекрасной музыкальной школы. И к нам сегодня в гости приехали ваши коллеги и наши коллеги и преподаватели. Ребята с лицея Сергея Рахманинова, с камерным оркестром. Сегодня программа будет у нас длиться приблизительно 1,5 часа, где вы увидите разнообразие не только скрипичной струнной музыки, но и всего оркестра. Сегодняшний день, по моему мнению, является особенным, даже можно сказать, историческим, потому что именно в этот день, 6 лет назад, весь коллектив и преподавателей, и детей перешли совсем другие условия работы, то есть в современные, светлые и чистые. Для более подробной информации об этом я хотел бы пригласить Ивана Васильевича. Он расскажет точно все моменты по этому историческому событию. Пожалуйста. Дорогие друзья, именно 13 декабря, в пятницу, как сегодня, 6 лет назад, мы открыли двери нового здания нашей музыкальной школы. Хочу вам сказать, что за это время мы провели много интересных мероприятий. Это различные концерты, встречи с выпускниками, с творческими людьми. И многие из этих мероприятий стали традиционными. Хочу отметить, что на почетном месте стоят концерты, которые мы с удовольствием сегодня представляем вам. Концерты учащихся Кишиневского музыкального лицея-интернат именно Сергея Рахманинова, и преподавателей. За 5 лет, которые они к нам приезжают, мы успели подружиться, и есть уже результаты. Неудивительно, что наши дети, яркие таланты, занимаются в стенах этого лицея. Почему мы направляем ярких детей туда? Во-первых, дети, которые там занимаются, они уже как бы определились в будущей профессии. И естественно, что к ним предъявляют другие требования, по другой программе. Кроме того, среда там другая, конечно, потому что мы все-таки в провинции живем, как бы мы ни говорили. Естественно, что и профессорско-преподавательский состав соответствует вот этим всем высоким требованиям, которые предъявляют нашим детям. Хочу сказать, что за все вот это вот время постоянным спонсором наших вот этих концертов был и остается Андрей Георгиевич Вальков, который, собственно, и позволил нам войти вот в это здание. Он построил вот это здание. Я хотел бы, наверное, это будет справедливо, предоставить слово Андрею Георгиевичу, потому что и сегодня он тоже не пришел сюда к нам с пустыми руками. Вы сейчас в этом убедитесь. Пожалуйста, Андрей Георгиевич. Добрый день всем. И прежде всего я хотел поприветствовать гостей, которые к нам приехали с Кишинева. Они сегодня как-то приезжают к нам уже не первый раз. И я вижу по их глазам, они приезжают как к себе домой, они уже здесь привыкли. А мы привыкли к ним, значит, посылать наших детей. И я хочу сказать, что вот это общее у нас, что появилось, я не буду в секрет вдаваться, но если контактирует наша школа с лицеем Рахманинова, я считаю, что с каждым годом наших, наверное, учеников там будет и было все больше и больше. Потому что мы уже практически свои. И если, конечно, позвонит директор этой школы или Иван Васильевич, как вице-директор лицея, и о чем-то попросит руководителя лицея, я думаю, что они пойдут навстречу по каким-то вопросам, связанным с учениками. Поэтому у нас завязалось какое-то совместное предприятие, которое мы дорожим, и мы их ждем. И, по крайней мере, я вижу, что они с удовольствием откликаются.
Поэтому всех приветствую, родителей прежде всего, которые дети здесь сидят, преподаватели особенно, потому что очень давно работают многие в этом, значит, Камрадском училище. Хочу поприветствовать вас, дети. Вы знаете, кажется легко, когда все идет гладко, и все хорошо, и никто не задумывается о каких-то трудностях бывших или, возможно, будущих. Поэтому дай Бог, чтобы вы каждый день, и сегодня, и завтра чувствовали себя спокойно, занимались и здесь хорошо, и в основной школе хорошо. И мы, взрослые, хоть чуть-чуть вам в этом помогаем. Родителям особенно. Посмотрите, кто ваши дети более подготовленные, более Богом дано им учиться. И если им это нравится, конечно, вы держитесь, и пусть ваши дети продолжают учебу в этом направлении. Что хочу по сегодняшнему дню сказать. Это очередной день, и я, как сказать, не могу приходить с пустыми руками к вам, потому что знаю, всегда есть какие-то недостатки, и я фактически открою секрет, что я сам являюсь инициатором некоторых вещей, которые, может быть, музыкальная школа, как она мне говорит, вот, руководители, что нам уже неудобно к вам обращаться. Ну, если вам неудобно, значит, я буду стараться делать сам и вам говорить, поэтому вот это неудобство не должно быть. Мы за последние вот, 5-6 лет достаточно много инструментов подарили школе. И фактически каждый день рождения мы, конечно, дарим школе подарки. На сегодняшний день по просьбе школы, у руководителя, преподавателей, я подготовил подарок. Вот вы видите передо мной 2 аккордеона, которые, конечно, помогут некоторым нашим детям, которые учатся в этом направлении, чтобы они более усидчиво и имели больше времени заниматься их инструментом. Поэтому всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. От всей души желаю, чтобы мы старались позитива побольше иметь, чтобы мы доброту не теряли и старались друг другу не грубить, не делать каких-то вещей, которые бы портили настроение нам. Поэтому как мы сами хотим к нам, чтобы относились, так мы должны относиться к человеку рядом стоящему. С праздником всех! Сегодня, чтобы вы знали, вечер, после концерта, чтобы вы не расходились, дети, вам раздадут новогодние подарки от нас. Поэтому слушайте до конца и всех с праздником! И новые подарки нужно, естественно, попробовать. Вот у нас Максим, 3 класс. Волга Максим, поприветствуем. Выбирай, Максим. Первый, да? Отлично. Так. Давай, Сейчас
Я думаю, что все уже заждались хорошего концерта. Я хочу еще добавить к тому, что Андрей Георгиевич сказал, что мы не просто дружим, мы следим за судьбой наших деток, которые успешно занимаются там. На сегодня в лицее Рахманинова занимается 5 наших учащихся. Кроме того, в этом году уже закончила Кристина Василёгла. Там она поступила дальше в консерваторию, то есть это уже высшее учебное заведение, успешно занимается. Так, я думаю, что Наталья Николаевна, директор этого лицея, она более подробно расскажет. Поэтому, прежде чем начать наш концерт, я предоставлю слово директору Кишиневского лицея-интерната имени Сергея Рахманинова, музыкального лицея, Наталья Николаевна Куркодял. Пожалуйста, Наталья Николаевна. Добрый день, уважаемая публика. Нам очень приятно сегодня вновь быть в вашем уютном городе, в вашей замечательной школе, которую мы ее уже так полюбили. Знаете, я вот сейчас смотрела и думаю, боже мой, как вам повезло. Такие подарки. В прошлом году были замечательные подарки, в этом году. Дай вам Бог здоровья. И каждый год, это здорово. Потому что, ну, не каждой школе так повезло, скажем так, мягко. Хочется сегодня всех вас, и администрацию, и всех ваших преподавателей, и вас, дорогие ребята, поздравить с сегодняшним праздником. Всем вам пожелать прежде всего здоровья, успехов, процветания в вашей школе, творческих успехов, вдохновения вам и всего самого-самого доброго. Сегодня мы к вам приехали, ну, как всегда, с интересной, с разнообразной такой программой, включая и классических композиторов. И сегодня прозвучат 2 исключительные премьеры современных композиторов. Мы очень надеемся, что вам понравится. Вы также услышите ваших земляков. Кто был в прошлом году на концерте, вы, может быть, услышите какую-то разницу, как они растут, эти ребята, о их успехах. Может быть, вы уже слышали. В общем, судите сами. А открывает наш сегодняшний концерт ученица 7 класса. Она исполнит в новом исполнении известнейшее произведение Чиприана Порумбеску «Баллада». Это будет звучать на фортепиано. Итак, гоменица Елизавета, ученица 7 класса. Класс преподавателя Академ Наталья Николаевна.
Сейчас выйдет на сцену Янчогла Виталик. 1 декабря этого года состоялся очередной конкурс имени «Златый ткач». И Виталик – лауреат этого конкурса. Виталик исполнит арию «Паца», концертмейстер Латипова Гузаль Рахмаджанова, класс преподавателя Литвин Алексей Михайлович. Мы сейчас вспоминали с Иваном Васильевичем, как Виталий первый раз пришел к нам в школу, и как он плакал, что он не попадает в класс фортепиано к Татьяне Васильевне Свиридовой. Но слава Богу, вы знаете,
Все хорошее. На сцену приглашается ученица 9 класса Кайсын Диана. Прозвучит элегия Сергея Васильевича Рахманинова.
На сцену приглашается Палка Анатолий. Прозвучит концертная пьеса композитора Георга Гергера. Класс преподавателя Гуменная Валентина Георгиевна. Я хочу пригласить на сцену еще одного лауреата конкурса имени Златы Ткач. Это Метеогло Роман. Роман также является лауреатом. В прошлом году он в Лондоне также занял первое место.
И в декабре, какого числа, 22 или 23 декабря, Роман и Янчогла Виталик едут в Одессу, в город Одессу, к нашим также друзьям в музыкальную школу имени Столярского, где также они выступят. Они почетные гости. Вот такие у нас ученики. Перминов, баллада, концертмейстер Туря Елена Владимировна, класс преподавателя Дужа Семен.
Уважаемые друзья, я хочу предоставить слово. К нам в гости пришел примар муниципалитета Настасов Сергей Ильич, поэтому я хочу предоставить ему слово. Пожалуйста. Не так часто вы нас посещаете, но тем не менее. Сколько раз приглашаем, столько посещаем. Что, поздравляю с юбилеем Андрею. Большое спасибо за такое прекрасное здание. Потому что хоть и были вопросы, но здание есть, дети занимаются. Что касается муниципия, города, там, где занимаются дети, мы там рядом. Не всегда так получается с взрослыми, большими коллективами, потому что наш бюджет, он не для больших коллективов. А там, где дети наши занимаются музыкой, спортом, только в Доме культуры у нас около 500 детей занимаются танцами. В спорте у нас 300 детей. Я знаю, что в вашей школе тоже около 330 детей. Это музыка, искусство. Дети занимаются хорошим. Поэтому всех с праздником. Большое спасибо вам всем, те, кто воспитывает наших детей, вам, руководству школы музыкальной, что вы нас славите. И мы всегда рядом. И как пустыми руками обычно приходит хотя бы небольшой подарочек ректору. Да. Спасибо. Продолжаем наш концерт, пожалуйста. На сцену приглашается ученица 10 класса Андрицкий Кристина, класс преподавателя Свиридова Татьяна Васильевна. Прозвучит произведение Ференца Листа «Вздохи».
На сцену приглашается дуэт аккордеонистов Палка Анатолий и Черней Олег. Прозвучит произведение Дербенко «Московский извозчик». Класс преподавателя Гуменная Валентина Георгиевна. Игещуру Вим, ученик 12 класса, исполнит для вас Хачатурян, концерт для скрипки с оркестром, 3-я часть. Концертмейстер Латипова Гузаль Рахмаджанова.
Дима, я хочу два слова. Оркестр, выходите. Рулин пришел к нам в котором? В каком году он пришел к нам? Я уже не помню. Он был в 5 классе, по-моему. Да, в 5 классе. Да. Мальчик пришел, и там был маленький дефект со скрипочкой. Да. Ну, маленький такой, знаете, неприспособленный. Что-то он умел. И я так с сомнением где-то, на что папа мне сказал: Наталья Николаевна, этот парень очень трудоспособный. Вы возьмите его, и вы не пожалеете. Вы знаете, спасибо вам большое, мы не жалеем. На сцене камерный оркестр лицея. Моцарт, дивертисмент фа мажор. Дирижер маэстро на арте Игорь Ирсак.
Гайден. Концертина для фортепиано с оркестром до мажор. Солистка, ученица 2 класса Ксения Замфир. Класс преподавателя Желязкова Светлана Ивановна. Алябьев Соловей, солистка 9 класса Кожакарь Екатерина.
Детский концерт для фортепиано с оркестром. Третья часть. Солистка, ученица 2 класса Пистоль Мишель. Преподаватель Желязкова Светлана Ивановна. А сейчас прозвучит абсолютная премьера. Находясь в преддверии Светлого Рождества, Владимир Михайлович Челак написал чудесное произведение, которое называется «Рождественская ночь», которое сейчас прозвучит. Впервые.
еще одна премьера молдавского композитора Влада Бурля. Бурлеска. У рояля Желязкова Светлана Ивановна.
всех за внимание, за ваши аплодисменты. И очень надеемся, что мы в новом году снова с вами встретимся. Уважаемые детки, прежде чем мы завершим наш концерт, я хочу предоставить слово нашему директору Тимофею Дмитрию Валерьевичу. Пожалуйста, Дмитрий Валерьевич. Для начала я хотел бы поблагодарить весь коллектив. Ребята, молодцы, браво, красота. И, естественно, директора. И дирижера. Красота. Спасибо. И, естественно, хотел бы поблагодарить и поздравить с праздником Пальков Андрея Георгиевича за организацию всего этого мероприятия. Спасибо. Здоровья семье, близким, с праздником. И всех Андрюшек в музыкальной школе тоже всех с праздником. И во всей автономии тоже с праздником. День Андрея. Слово предоставляю Василичу. Дорогие друзья, я думаю, что сегодня всем вам понравился концерт, да? Я хочу тоже от себя лично и от вашего имени поблагодарить Наталью Николаевну, что она все-таки нас очень любит, уважает и приводит нам каждый год вот такой коллектив. Поэтому, да, благодарность вам от нас, от всех, от наших учеников, от наших преподавателей. Игорь Иосифович, вам особая благодарность, что вы не просто приезжаете, еще исполняете произведения наших композиторов. Я уже как бы забрасываю немножко вперед. Да, потому что появилось новое произведение, я хочу сказать, молодого нашего Миши Ротаря. Да. И очень хотелось бы услышать тоже в вашем исполнении. Поэтому вам тоже особая благодарность. Ну и, конечно, участникам этого прекрасного коллектива вашего, всем учащимся, я хочу сказать огромное спасибо, что вы даете такую возможность нашим деткам не просто познакомиться с интересным произведением, но вживую услышать высокую музыку. Это, я думаю, что сегодня далеко не все музыкальные школы республики имеют такую возможность. Поэтому огромное вам спасибо. И особая благодарность всем вашим солистам, пианистам и концертмейстерам, которые сегодня очень мужественно боролись с этим нашим старым роялем. Вот, поэтому спасибо вам, здоровья, да, больших творческих успехов. И, конечно, каждый должен, наверное, поставил себе цель, чтобы достиг этой цели. Спасибо огромное. И то, что мы в конце обещали, я хочу сейчас, чтобы мы все вместе позвали Деда Мороза со Снегурочкой, чтобы они выполнили свое обещание. Давайте позовем. Все вместе. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Услышь нас, пожалуйста, и приходи. А вот они, кажется, уже подходят. Да. Здравствуйте! С наступающими вас праздниками и, конечно же, с наступающим Новым годом! Учителям, преподавателям хочется пожелать терпения, родителям мудрости воспитания детей, ну а детям всего самого хорошего и хороших оценок. Дорогие наши друзья, я вас поздравляю с наступающими новогодними праздниками и желаю вам, знаете чего? Желаю вам много радости, улыбок и, конечно, много-много подарков. И скажу вам вот что, сегодня первый ваш подарок будет от нас с Дедушкой Морозом. Мы приготовили вам подарки, но у Дедушки Мороза есть помощник. Его зовут Андрей Георгиевич Пальков, который мне регулярно помогает в этом. И сегодня мы празднуем День Святого Андрея. И я хочу, чтобы мы все вместе крикнули дружно: «Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Ура!» Так, ну а теперь готовы получать подарки? Да! Давайте сейчас, Снегурочка, держи волшебный посох. Сейчас все дети будут выходить вот в эту дверь
и получать по подарку. Договорились? Только потихонечку, всем подарков хватит.